Наш четвертый урок посвящен теме развала Соединенных Штатов Америки и взаимодействия с концепцией информационной войны. Здесь я просто хочу вам рассказать о своей, так сказать, теоретической части, но рассмотреть, собственно, этот процесс с точки зрения тех технологий информационной войны, о которых мы уже говорили в предыдущих уроках, и вот взглянуть на эту концепцию с точки зрения информационной войны. Ну вот здесь я начну, собственно говоря, это будет примерно пресс-конференция Владимира Путина у нас была, по-моему, 17 марта, так или нет, если мне не изменяет память? Прямое, да, 4-часовое, так? Вот я просто нарисую две цифры, это вот 9.09.98 года, и вот вторая 17.04.2014. Что их как бы связывает? Одна из, Фаина Ивановна, задала вопрос, когда Аляска станет, так сказать, российской. Это вот 17-го, там, зачем вам Аляска, Фаина? Еще придется северные платить и так далее. Надо посчитать, ответил Владимир Путин. Но здесь вот я хотел обратить ваше внимание с точки зрения концепции информационной войны, системы воздействия, системы формирования общественного сознания, общественного мнения. Вот сколько тут прошло лет, получается 16 лет, да? Прошло вот 9 сентября 1998 года я выступил на конференции в городе Линц, Австрия, которая называлась именно так, вообще как наши уроки. Название конференции было «Информационная война». Я могу сказать, что вот занимаясь более 30 лет информационной сферой, пока больше я не встретил, не только в России, нигде в мире, чтобы вся международная конференция называлась именно так, «Информационная война». Вот это феномен. Значит, интересно, что проводил основной организатор этой конференции инновационный центр в городе Линц. А город Линц – это третий город Австрии. И вот еще тогда, 98 год, я могу привести любопытный пример, который касается вот обсуждения ноосферы и глобальных процессов, что лифт, там заходишь в лифт, и у них в лифтах пол был в виде человеческой такой инфузории, клетки, но ты смотришь, а потолок тоже. И там когда-то вот, там 4 этажа, ну, такое ощущение необычное. Я больше, кстати, нигде, много где там в лифтах бывал, и с телекамерами CNN, и еще какими-то в американских вычинами. Но аналога нигде я не встречал. То есть они пытались работать на уровне биотехнологий, информационных технологий, и, в общем-то, достаточно любопытные подходы. Линц сам по себе интересен, наверное, тем, что в 12 километрах от него родился Гитлер, что именно в Линце он закончил школу, и там он планировал создать музей захваченных ценностей со всего мира, и там шло строительство гигантского сооружения. То есть Линц очень красивый город. И вот на этой конференции «Информационная война», которая привлекла внимание представителей 43 стран, и я был один из России, и выступил там с докладом. Доклад, собственно говоря, сам был информационная операция. Когда мы говорим о воздействии, моя задача была, я хотел бы обсудить не то, прав я, не прав, и в чем сущность подхода. С точки зрения вот тех этапов мы смотрели: анализ, воздействие и противодействие. Моя задача была воздействовать на аудиторию. Я знал, что я буду один из России, и там будет 400 участников конференции, из них 150 американцев. Ну, я подумал, чтобы зажечь аудиторию, а раз большинство из этой аудитории американцы, нужно мне что-то придумать, связанное с США, чтобы, так сказать, вызвать ажиотаж. У меня замысел был, собственно, простой. В итоге я вот придумал концепцию распада США и, значит, создал карту развала США на 6 частей. И, ну, я так условно рисовал. Вот это наша Аляска, это Гавайи и вот еще 4 части.
Я ее придумал, значит, за это время карта не изменилась. В прошлом году там американцы, несколько политологов опубликовали, ну, по их мнению, 50 самых известных политических карт мира, которые должны преподаваться вот, в университетах США. Моя карта заняла, как вы думаете, какое место? А? Нет, ну первое нет. Ну почетно 11 место из 50. Это вот такой любопытный результат. И это означает, что она вот уже укоренилась, когда мы говорили, система формирования общественного сознания, общественного мнения. То есть я не прилагал к этому никаких усилий. О, Алан, правильно. То есть вот моя задача была вбросить эту идею. Но даже я не ожидал вот, реакции, когда в зале сидело 400 человек, и я вот об этом никому не говорил, никто не знал. Ну, я обычный доклад сделал, и в завершении говорю, вообще-то у меня есть вот гипотеза, я хотел поделиться в завершении. А гипотеза была в том, что вот там был гигантский экран, но здесь 3 метра, а там 30 метров просто на всю сцену. Ну и экран компьютера, выплывает карта США, целая. Я говорю, у меня есть предположение, что США развалятся, я нажимаю на клавиши, и они вот разлетаются на 6 частей. И в зале был дикий крик вот, людей 400 от неожиданности, ну что вот это может произойти. И я был просто тоже поражен, ну как бы эффекту, потому что я еще тоже думал, стоит, не стоит, ну так сказать, это делать, осуществлять это воздействие. Вот в этом как бы феномен полной неожиданности, потому что это было через 2 недели после российского дефолта, ну а я вот объявляю возможность распада США. Теперь уже не касаясь, собственно, содержания, причин, анализа, теперь проходит такой интересный этап. Я пишу в своих книгах, говорю, кто-то меня цитирует, но широкого распространения не имеет. Как бы вот, глобально. И вдруг начинается кризис 2008 года. Обо мне вспоминают. То есть, вот видите, проходит сколько? 10 лет. Обо мне вспоминают, и вот через 10 лет, почти ровно, я даю интервью газете «Известия», и оно тоже, вот как в Линце, взрывает там, в общем, поле про развал США. Почему? Потому что появились объективные предпосылки падения там, этих американских банков, ну, в общем, ухудшения уровня жизни, и появились предпосылки, и люди начинают, как бы, аналитики, а что было? И тут вспоминается. И вот здесь тоже интересный феномен, что после этого, но это в газете «Известия» вышло, но затем меня приглашает на интервью тот самый CNN, о котором мы говорили, по их инициативе. И вы можете в ролике найти сюжет, там он собрал что-то там более 1 миллиона просмотров, ну то есть там гигантское количество, где вот я рассказываю CNN о развале США, они эту карту, все. Они выпустили 31 декабря, за 6 часов до Нового года, вот, в США имело, конечно, гигантский успех. Но перед этим вышло интервью мое же по их инициативе Wall Street Journal. Это самый тиражный еженедельник в мире. Тираж всего 2,6 миллиона, ну, представьте, гигантская. И там, значит, только за первый день... значит, просмотрела 1,5 миллиона статью на сайте, ну, американцев, ну, то есть это просто, так сказать. И все получилось так, что американцы узнали меня, ну, вот, так сказать, лично, и мне писали письма, ну, я много примеров, хочу одну привести. Медсестра там из штата Индиана мне пишет, у меня 12-летняя дочь, я медсестра. Я прочитала статью, я в ужасе, если Штаты развалятся, как я буду кормить свою дочь, у меня пропадет работа, что вы мне можете посоветовать? Вот примерно такое. Я думал, то ли подставная, то ли нет, но решил с ней вступить в переписку. Писал ей, она сама из Шотландии, ездила в Шотландию, потом мне стала присылать отчеты, и потом в итоге ответила, что я думала, что вы какой-то там вот антиамериканец, а вы такой чуткий, отзывчивый человек, я теперь буду вот
если вдруг готовятся к этим суровым временам, чтобы, вот, так сказать, моя дочь... Ну вот у нас абсолютно полковник морской пехоты США мне писал там и так далее. То есть вызвало вот такой массовый, что ли, сдвиг в общественном сознании. И потом тоже, собственно, затишок, но в американских там журналах, книгах меня там цитируют, меня там критикуют, там советуют мне поехать по Миссисипи, чтобы узнать, ну там, вот, допустим, Вашингтон-Пост такая была статья: Игорь, поедьте по Миссисипи, посмотрите на Америку, какая она замечательная. Вот, но здесь я-то в Америке бывал, боролся, так сказать, с ними, с этими откликами, и доказывал, что не все в Америке хорошо. Но феномен, обратите внимание, что вот до, как бы у нас 2008 год, до Путина еще прошло 6 лет, собственно говоря, укоренение идеи. То есть сама... Вот как Алан сказал, вирус попал, он начал вращаться, жить уже помимо, ну, как бы моих там каких-то этих самых, что дошло до того, что в 2009 году я выступал в Техасе, в зале было 300 примерно человек, и начиналось так, что у них, американцев, оригинально, значит, клали Библию, Конституцию, вот там ведущий кладет руку на них, они поют гимн США все вместе там, и потом мне, значит, предоставляют слово вот о гипотезе развала США. Вот комично вроде бы, но это вот, так сказать... Да, Техас отделиться хочет, и меня встретили там просто с восторгом. Это то слово, что вот 15 раз прерывали бурными аплодисментами, это было действительно так. И я был просто, так сказать, ошарашен в хорошем смысле слова. Но это были американские консерваторы. И вот когда мы говорим о предыдущем уроке, мы говорили о духовных ценностях, они мне говорят, что у нас только Нью-Йорк и Калифорния, Лос-Анджелес такие так сказать, гуманистические, разложенные и так далее. Остальная Америка, она в основном консервативная, там очень похожие люди. Вообще Техас — это вот как наша Дона, Кубань, Кавказ, вот такой менталитет, они традиционалисты, и поэтому вот все, что я им говорил, а говорил я им следующее. В зале были американские официальные лица, «Голос Америки», ЦРУшники. Я, конечно, был ограничен как-то, но тоже в своих заявлениях, и все это снималось тоже. И наш российский консул, поэтому я не мог как-то себе позволить. Поэтому в Сан-Франциско, там это считается гей-столицей США, там в центре города есть район прям с флагами, там все. Ну и я начал свое выступление так, что мне очень нравится Сан-Франциско, действительно очень красивый город. Но мне не нравится одно место там в центре, я назвал, значит, вот, и буря аплодисментов, все, значит, хлопают. И потом я говорю, что вообще я считаю, что мужчины должны любить, делаю паузу, женщин. Буря тоже аплодисментов, а потом говорю, женщины должны любить мужчин. И, в общем, вот они просто, так сказать, в принципе, американцы простые, когда им вот такими тезисами как-то даешь, вот они сразу... ну, так сказать, зауважали все, что я дальше говорил, уже воспринималось через призму такого положительного восприятия. Но я-то говорил, эту карту рисовал, это, и они, значит, основной их какой вот, Обама, вы правы, ведет Америку к развалу, он хочет нас развалить, но мы должны, вот вы правы, вы нас предупреждаете, что мы должны сохранить свои ценности, сохраниться там и так далее. Вот они так воспринимали, ну, как бы мои там эти... и очень доброжелательно, так сказать, ко мне относились. Но с точки зрения информационной операции, то есть вот эта вот подача вброс 1998 года, он уже вышел на то, что ведь Путин не просто про Аляску сказал, может, мало кто знает, что сейчас там идет голосование, 55 тысяч американцев проголосовали за передачу проведения референдума о проведении, в ходе которого Аляска должна быть отдана России. То есть вирус дошел до того, что внутри США нашлись силы. А это уже, скажем так, нужно разбираться. Я просто в данном случае отмечаю как бы феномен,
что если бы год назад Владимир Путин, ну, про Аляску, вопрос Фаины там начал отвечать, ну, было бы недоумение, ну, причем здесь Аляска, Фаина и вообще. А сегодня уже сложилась конфигурация, она такая, вот на чем она основывается? Если в 1986 году внешний долг США 0 был равен, в 1998 2 триллиона долларов, а сейчас 17,5. То есть вы видите, ну просто ситуация ухудшается. Сейчас каждый седьмой американец голодает, каждый седьмой. Когда начинался кризис в 2008, каждый 12-й голодал. Ну то есть вот резко идет ухудшение. И Детройт, столица, собственно, автомобилестроения, какой-то символ. Вот он так был разделен на 4 части, как, собственно, США. То есть никак не могли решить проблему долга, поэтому приняли решение разделить его на 4 части. И каждая из этих частей вроде как не должна платить долг никому. Но это вот вариант решения проблемы. Поэтому по мере, вот, скажем так, ухудшения финансово-экономического положения внутри США происходят вот эти процессы. Но нам здесь вот важно, собственно, понять первое, что Путин и его команда проводят, помните, одна составная часть, анализ ситуации. Если бы год назад этот вопрос кто-то задал, ну, это вызвало бы насмешки, там, жареных, так сказать, фактов, угрозы, обвинения и так далее. А сейчас это показалось, вот я по Фейсбуку сужу, по ВКонтакте, анализ все так, в общем-то, оценили, ну, с юмором и так далее. То есть она, да. Поэтому вот здесь вопрос проведения информационной операции, ее отслеживания, он является очень важным. Когда вбросить, и затем в нужный момент времени управлять этим процессом. Вот видите, определенная логика. То есть должны быть какие-то объективные факты. Если бы, допустим, статья в «Известиях» вышла в 2007 году, когда ситуация была стабильной, ну, наверное, она не вызвала бы реакцию, но она была бы там 5% от той, что было. А когда она была на фокусе вот кризиса, на грани там развала американских банков и так далее, то, конечно, она вызвала живейший интерес. И вот в этом, собственно, специфика информационной войны, что нужно точно выбрать момент для того, чтобы вбросить информацию определенного рода. Второе, здесь уже, напомню, кто-то у нас говорил, безработные. Какие 3 вида у нас пропаганды? Черная, серая, белая. Да. Вот задача, конечно, в профессиональном плане работать, конечно, все-таки на уровне белой пропаганды. Не то, что как там топорно и так далее. То есть часть информации должна быть логичной, а какие-то вещи должны тонко добавляться. И вот, конечно, если посмотреть с точки зрения динамики вот этой информационной операции уже, ну, всего лишь прошло 16 лет, а уже возврат Аляски, ну, кажется таким почти естественным моментом и закономерным, собственно говоря, хотя тогда, конечно, это, собственно говоря, ну, я не знал вообще, как вообще будет реакция зала на это выступление. А реакция была такая, что европейцы были в восторге, американцы в шоке, зато европейцы, особенно австрийцы, французы, немцы говорили, какой я молодец, как я вот, так сказать, вот эту идею вбросил, решил, они были в восторге. И это тоже было для меня как бы неожиданным, потому что уровень антиамериканизма в Европе, ну, по нашим СМИ не просматривался. А вот на фоне этого примера я просто вот все, кто узнавал, ну, были в восторге. Швейцарцы, там, вот, французы, немцы, австрийцы, вот, итальянцы, наиболее, скажем так. Поэтому, возвращаясь вот к технологии, как бы не самой и рождения идеи, а ее продвижения, здесь важно учитывать, что по мере как бы изменений общественных настроений, собственно говоря, нужно и использовать. Ну, вот хороший прием Ванга, да, допустим, в этом контексте. Ванга. Вот, да, вот она сказала, вроде бы, что последний черный президент будет последним.
И как бы вторая там мистика есть, что последний президент будет 44-м. И когда Обама вышел на второй срок, ну если проиграет, моя концепция рушится, потому что будет 45-й президент. А он победил. Получается, два таких вот слуха, они работают. Ванга сказала, что черный президент будет последним, по другим там тоже, что 44-й президент астрологическим там прогнозом. И, конечно, если мы хотим раскачать ситуацию, то вот эти там, внутри Соединенных Штатов Америки, конечно, об этом можно говорить, писать, анекдоты рассказывать и так далее. Таким образом, вот подводя итог нашему 4-му уроку, здесь, собственно, концепции информационной составляющей развала США важно отметить, что временной лаг внедрения определенной информации – он обязательно присутствует. То есть анализ должен проходить вот этого процесса. Видите, он на протяжении 16 лет. Теперь, если мы посмотрим в перспективу, то, наверное, лет через 5 возможно создание на Аляске там движения за воссоединение, так сказать, исторической родиной, скажем так. То уже, наверное, года через 3 это не покажется как бы диким. Скажем так, вот сегодня, наверное, это бы показалось, наверное, диким сообщение, что там где-нибудь в Анкоридже там появилась группа общественных деятелей, которые там создали там оргкомитет по воссоединению. А года через 3, я думаю, что это, так сказать, покажется уже, так сказать, даже необходимым элементом реагирования на общественное настроение. И вот здесь, конечно, важно, еще раз подчеркну, возвращаясь к предыдущему уроку, вот 3 составные части: воздействие, анализ и противодействие. Анализ вот этой ситуации, хода для того, чтобы дополнительные какие-то информационные импульсы включать. Уважаемые друзья, мы закончили наш 4-й урок. Надеюсь, что наша система взаимоотношений сохранится. Мы будем его продолжать для того, чтобы знакомить не только нас всех, но и тех, кто нас смотрит, действительно с основами информационной войны, методами защиты своего собственного информационного пространства и самого себя от негативных информационных воздействий.